Здравствуйте! Добро пожаловать на телеигру «Переведи», игру, где каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и мы начинаем. Мин әлеге передачага үземне сынар өчен килдем, үземнең кешеләремне сынар өчен килдем, һәм дә инде үземнең лексик запасымны арттырыр өчен, зурайттырыр өчен килдем. Үзем татарча мәктәптә сөйләшәм, дусларым белән, иптәшләрем белән һәм дә гаиләдә сөйләшәм. Я пришел на эту передачу, чтобы улучшить свой татарский язык, так как татарский язык очень важен для меня, потому что я живу в Татарстане, в Казани. Я говорю на татарском языке в деревне, в школе, с друзьями некоторыми. И надеюсь, что эта передача пополнит мой лексикон. Игрокам на выбор представлены две темы. После выбора темы участникам предстоит перевести 6 слов с русского на татарский язык. Каждому слову предложены 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 2 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 1 балл. Ну что ж, перед вами две темы – туризм и алгебра. Кто выбирает? Азат. Азат. Отлично. Азат, туризм или алгебра? Давайте туризм. Давайте туризм. Играем в тему туризм. Начинаем с Азата. Итак, внимание, Азат, переведите на татарский язык слово «путевка». Мюражагат, юллама, юкляме. Я считаю ответ 1. Я считаю ответ 1. Мюражагат. Это мюражагат. Я считаю ответ 1, и это мюражагат. Прям как рэп прозвучало. Это неправильный ответ. И, видимо, неправильный рэп. Итак, Руслан, есть возможность заработать дополнительные баллы. Путевка – это юллама или юкляме? Юллама. Это правильный ответ. Мюражагат – это обращение, юкляме – это задание или обязательство, а юллама – это действительно путевка. Итак, второй вопрос. Переведите на татарский язык слово «самолет». Бралак, ошкош, алканат. Ну, бралак – это вертолет. Угу. Значит, либо ошкош, либо алканат. Угу. Мне кажется, что все-таки ошкош. Ошкош. Принят. Это правильный ответ. Бралак действительно вертолет, ошкош действительно самолет, а алканат – это розовое алое крыло. Итак, Азат. Переведите на татарский язык слово «справка». Белишме, гариза, курсетме. Я знаю, что гариза – это заявка. Угу. Так, мне кажется, это белишме. Принято. Ему кажется, и не зря. Это абсолютно правильный ответ. Белишме – это справка, гариза – это заявка или заявление, а курсетме – это указание. Итак, четвертый вопрос. Руслан. Руслан, переведите на татарский язык слово «залив». Кушалдык, култык, буа. Так. Мне кажется, это не буа, потому что в Татарстане вряд ли есть заливы. Угу. Так. Пусть будет култак. Пусть будет култык. Это правильный ответ. Действительно, залив – это култык, кушалдык – это приток, а буа – это плотина или запруда. Ну, то есть пруд в данной ситуации. Пятый вопрос. Азат. Переведите на татарский язык слово «южный полюс». Кünyak котоп, кünyak бугас, тünyak котоп. Так. Ну, давайте облегчим задачу. Как южный будет по-татарски? Коньяк. Отлично. Либо первый, либо второй, значит, да? Ага. Само То есть собой. либо котоп, либо бугас. Что из них полюс? Давайте коньяк, котоп. Давайте коньяк котоп. Это правильный ответ. Действительно, коньяк котоп – это южный полюс, коньяк бугас – это южный пролив, а коньяк котоп – это северный полюс. Да, все очень просто. Ну что ж, шестой вопрос, последний вопрос из 6, которые разыгрываются в первом туре. Найдите татарский эквивалент слову «материк», Руслан. Кайтга, ярам утрау, утрау. Кайтка. Первый. Уверены в этом? Да.
Утрау остров, ярым утрау полуостров, наверное. Мне нечего добавить. Это правильный ответ. Действительно, Петха – это материк, Ярм-Утрау – это полуостров, Утрау – это остров. Ну что ж, на этом закончили 6 вопросов первого тура. Все очень неплохо на самом деле. Единственное, первый тур таит в себе небольшой бонус. В рамках бонусного тура вам необходимо по одному слову перевести с английского языка на татарский. У вас будет также 3 варианта ответа. Азат, начинаем с вас. Готов, Азат? Да. Азат, переведите с английского языка на татарский слово travel. Юл саяхат нукта. Юл — это дорога, travel — это путешествие, нухта — это точка, А саяхат саяхат — это путешествие. это путешествие. То есть travel это Путешествие. Саяхат. саяхат. Нет такого варианта путешествия. Это правильный ответ. Действительно, юл это дорога. По-английски дорога будет road. Нухта это точка, точка это point. А вот travel это путешествие. То бишь саяхат. Итак, Руслан, переведите с английского языка на татарский слово seat. Саф, ишек, уран. Так. Мне кажется, что это третий вариант. Уран. Почему вам кажется? Ну, ишек – дверь, door. Сов, ну, не знаю. Ну, больше похоже на слово уран. Понятно, принято. Это правильный ответ. Действительно, seat – это уран, обычно говорят take a seat, да? Займите свое место. Ишик – это дверь, то есть door, а соф – это ряд, то есть ряд, да? Софларға же говорят, софларға болса, софларға тизерге. А соф по-английски будет row. Ну что ж, на этом первый тур вместе с его бонусом подошел к концу. Азат, в этом туре вы набрали 6 баллов. Руслан, вы набрали 9 баллов. Дело в том, что Азат умудрился допустить небольшую ошибку. Но я уверен, что такого больше не повторится. И во втором туре мы с вами сразимся вновь. Готовы играть? Да. Уважаемые телезрители, через несколько секунд мы переносимся во второй тур телеигры «Переведи». Игрокам на выбор представлены 2 темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого участникам предстоит перевести 6 слов с татарского на русский язык. Каждому слову предложено 3 варианта ответа. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 3 балла. Ну что ж, перед нами 2 темы. Во втором туре мы разыгрываем тему борьба и физика. Выбирает тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. Это вы, Руслан. Руслан, во что играем? Давайте сыграем в борьбу. Давайте сыграем в борьбу. Давайте поборемся, друзья мои. Итак, играем в тему борьба вместе с Русланом. Руслан, переведите на русский язык слово «хаким». Зритель, правитель, правительство. У меня есть знакомые Хакимовы. Это имя скорее, эта фамилия, скорее всего, произошла от имени, так что это, вероятнее всего, правительство. Правитель. Итак, хаким – это правитель. Да. Это правильный ответ. Зритель – это томашаше, правительство – это хакумет, а хаким – это правитель. Второй вопрос. Азат, переведите на русский язык слово «боткаклык». Кашица, лягушатник, трясина. Я думаю, это как-то связано с водой. Хотя нет. Батка... так. Я думаю, это кашица. То есть ты считаешь, что кашица? Да. Не... Принимаем. Принимаю? Да. Ну, как скажешь, брат. Это Забей. Итак, Кашица. принято. Это неправильный ответ. Ну, Руслан, как вы думаете, боткаклык – это лягушатник или трясина? Мне кажется, это трясина. Это трясина. Принято. Это правильный ответ. Кашица – это сыйык бутка. Лягушатник – это бакалар саута, а вот трясина – это боткаклык. Итак, играем дальше, играем с тобой, Руслан. Руслан, скажи мне, пожалуйста, как с татарского на русский переводится слово «олыш»? Борьба, обмен,
торговля. Обмен вроде бы олышыну. Так, а олыш это, мне кажется, торговля. Принят. Уверен, да, в этом? Да. Окей. Это неправильный ответ. Итак, напоминаю, мы играем в тему борьба, и у меня следующий вопрос. Азат, подскажи, пожалуйста, как с татарского на русский переводится слово «алыш»? Борьба или обмен? Я думаю, борьба. Принято. Это правильный ответ, абсолютно верно. Алыш – это борьба, обмен – это алыш бириш, торговля – это сауде, торговый центр – это обычно… Сауда-Узега. Да, сауда-узега, да? Итак, 4-й вопрос. Азат, скажи, пожалуйста, как на русский язык переводится слово «топ-кырлык»? Спорность, остроумие, умножение. Ну, тапкыр это как бы раз. Угу. И тапкырлык, наверное, то есть несколько раз, наверное. Я считаю это умножение. Ну, в этом есть логика. Это неправильно. Как в IT-лицее считают? Топ-кырлык с татарского на русский как переводится? Спорность или остроумие? В IT-лицее считают, что топ-кырлык это остроумие. Я вам скажу, друзья мои, остроумные ребята учатся в IT-лицее. Абсолютно правильный ответ. Спорность – это бахаслелек, остроумие – это топ-кырлык, а топ-кырлау – это умножение. Ну что ж, двигаемся дальше, не будем останавливаться. 5-й вопрос. Руслан, достается вам. Как будет на русском слово «тепелешу»? Биться между собой, обмениваться секретами, советоваться. Так. Постараюсь не допустить ту же ошибку. Мы играем в борьбу, поэтому мне кажется, что это биться между собой. Ну, как видите, на одни и те же грабли некоторые студенты IT-лицея не наступают. Абсолютно правильный ответ. Потому что биться между собой – это тепеляшу, обмениваться секретами – это серляшу, а вот советоваться – это кинешляшу. 6-й вопрос, последний вопрос 2-го раунда. Азат, подскажи, пожалуйста, как с татарского на русский переводится слово «хысытлы» – скорбный, завистливый, весомый? Пускай будет весомый, потому что если по теме борьба, Как вес… думаешь, вот два человека, которые борются за что-то, что может быть между ними? Весомость, скорбность, завистливость. Весомый. Весомый. Третий Принято. вариант. Третий вариант весомый. Принято. Но это неправильный ответ. Руслан, как вы думаете, хысытлы – это скорбный или завистливый? Скорбный не подходит по теме, значит завистливый. Принято. Это правильный ответ. Действительно, хысытлы – это завистливый, скорбный – это хасратле, а весомый – это салла. Есть такое слово. Ну что ж, на этом 6 вопросов второго тура подошли к концу. Но это еще не все. Дело в том, что каждый тур хранит небольшие бонусы. И сейчас вас ждет так называемый, самый веселый, наверное, музыкальный тур. Каждому из вас достанется по одному музыкальному отрывку. И ваша задача будет отгадать то слово, которое пропущено. Будет 3 варианта ответа, отгадайте правильно, соответственно, получите дополнительные баллы. Вам, Руслан, вам достается песня «Соңдыр шул соңдыр». Готовы? Да. Слушаем. Итак, Руслан, 3 варианта ответа. Язмышлар шулдыр, турмышлар шулдыр, ялгышлар шулдыр. Ялгышлар шулдыр. 3 вариант ответа. Да. Принято. Это правильный ответ. Давайте прослушаем отрывок целиком. Ялгышлар шулдыр,
Абсолютно верно. Ну что ж, Азат, теперь ваша очередь. Готовы? Да. Вам достается песня «Сунлама Килинде». Итак, слушаем. Kil, 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 kilirken kilinde. Kil, 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 kilirken kilinde. Kilirken kilinde, yılmayıp gelinde sağındım. Sağındım. А. Бәғрім сине. Б. Иркәм сине. В. Жаным сине. Я считаю, что ответ Баграм Сине. Цифра 1. Принято. Молодец. Это правильный ответ. Давай прослушаем этот отрывок целиком и порадуемся. Kil, 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 kilirken kilinde. Kilirken kilinde, yılmayıp gelinde sağındım bağrım sine. Отлично, поздравляю. И в бонусном туре мы с вами не потеряли ни одного балла. По итогам первого и второго тура, Азат, вы набрали 13 баллов. Молодец. Руслан, вы набрали 30 баллов. Вы тоже молодец. Играем в финальный раунд. Да. И получаем удовольствие. Мы переносимся в финальный раунд телеигры «Переведи». Узнаем, кто же победит сегодня, Азат или Руслан. Встретимся через несколько секунд. Прежде чем мы начнем финал, сейчас будет так называемый предфинальный бонусный раунд. Суть бонусного раунда в том, что перед вами появится черный ящик, в нем будет находиться два предмета. Выбирать первым будет тот, у кого больше баллов, это вы, Руслан. При этом основная задача вытащить и назвать то, что у вас в руках. Вариантов ответа у вас нет. Если называете правильно, получаете 4 балла. Если не знаете, то возможность ответить появляется у вашего соперника, и в этом случае он может заработать дополнительные 5 баллов. Все понятно? Да? Ну, если все понятно, то Куара Тортма появляется в нашей студии. Угу. Так. Та-да-дам. Та-да-дам. Отлично. О, очень здорово. Угу. Ну, тебе повезло. Так, вы вообще знаете, что у вас в руках? Не уверен, но думаю, это Предполагаю. овес. А? Овес, думаю. Овес. В данной ситуации у тебя ячмень. Ну, в смысле, не на глазу, а в руках вот там в пакете ячмень. Да, ну, перловка, точнее, то, что делается из ячменя, вот, перловка. А у тебя в руках пшено. Итак, Руслан, у вас в руках перловка. Как будет перловка по-татарски? Точно не уверен, но думаю, соло. Ну, думаю, соло. Принят. Он точно не уверен, потому что это точно неправильный ответ. Азат, есть возможность заработать дополнительные 5 баллов? Это перловка, но не соло. Что это? Даже не знаю, пускай будет перелевка. Пирлявка. Принято. Вариант пирлявка принимается. Как видите, юмор у нас на хорошем уровне. Это неправильный ответ. Перловка по-татарски будет арпа. Я уже подсказал, делается из ячменя, да? Все очень просто. Говорят еще кузино арпащик-то. Теперь, Азат, с тобой. Разбираемся, точнее, с твоим пшеном. Как по-татарски будет пшено? Будай. Будай. То есть это единственное, что ты знаешь из зерновых? Ну, что пришло в голову именно сейчас, да. Ага. То есть пшено, ты считаешь, это будай. Да, будай. Принято. Это неправильный ответ. Есть возможность заработать дополнительные 5 баллов. Не знаю, как это называется, но вроде бы из него делают щевибуткасу. Из него, Да, это тоже. Ну вот сам, как называется. из не него могу делают сказать. чебиуткас. Принято. А как мы... ну, то есть чего делают чебиуткасы? Пусть будет просто щевибуткасу. Щебиуткасы. Принято. Щебиуткасы. Это неправильный ответ. Ну, во-первых, хотя бы в сочетании щебиуткаса бутка это как минимум каша. Вот. Это туара ярмасы. Вот. А никогда? Слышал, но... Не слышал никогда? Слышал, но... Не пробовал. Да.
Нет, пробовал, но не запомнил, что это именно. Понятно. Игрокам на выбор представлены две темы. Тему выбирает участник, набравший большее количество баллов. После этого игрокам предстоит ответить на 6 вопросов. Нужно перевести слова с русского языка на татарский. В этот раз варианты ответов не предлагаются. Правильный вариант приносит игроку 4 балла. При неверном ответе происходит переход хода, и на этот же вопрос отвечает его соперник. Если он отвечает правильно, то зарабатывает 5 баллов. Финальный раунд, и перед нами две темы – растения и геометрия. Руслан, выбирайте. Мне, конечно, нравится геометрия, но выбираю растения. Выбирайте растения. Цветы дарили когда-нибудь девушке? Да. Ну, значит, с растениями знакомы. Итак, играем в тему растения вместе с Русланом. Поехали. Руслан, как на татарский язык переводится слово «ива»? Все не так хорошо, так. Без вариантов пусть будет елы торгановаш. Елы Таргановач принято? Это неправильный ответ. Азат, ива это... Прям, я не знаю, ну давайте. Агач. 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 Ну с этим не поспоришь, конечно, но само название неправильно. Принято. Ива по-татарски Делают. будет тал. Почти. 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 Агач почти тал. Одна буква совпадает. Итак, Азат, переведите на татарский язык слово «дуб». Имен. Это правильный ответ. Yes, Я отлично. собирал дубовый веник. А? Я собирал дубовый веник вчера. Молодец. Так, третий вопрос. Руслан, переведите с русского языка на татарский слово «липа». Ну, не в смысле как бы подделка, а вот дерево. растение. Липа, 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 липа. Нет вариантов. Нет вариантов. Нет вариантов, это неправильный ответ. Итак, Азат, липа это... Я тоже не знаю. Подождите. Это же из него мед делают. Ну, да все вы знаете это слово. Без вариантов я не знаю. Ну ладно. Липа по-татарски будет юке. Еще говорят, юке шишагин зиясын, да, собираешь. Эх вы. Ну так, четвертый вопрос. Азат, играем с вами. Азат, как на татарский язык переводится слово «тополь»? Я не знаю. Не знаешь? Не знаю. Ну ладно, не знаю, это неправильный ответ. Руслан, Мой ответ тоже не знаю. ну так оригинально. Да. На одни и те же грабли. На одни и те же грабли, прям вдвоем, одновременно. Тополь по-татарски будет тирек. Есть такое слово тирек. Вот запомните, это тополь. Итак, пятый вопрос. Руслан, играем с вами. Как на татарский язык переводится слово укроп? Укроп. Укроп. Укропа. Укроп. Укропос. А? Укропос. 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 Принято. То есть ребята, когда не знают, хотя бы настроение себе поднимают. Как. Это неправильный ответ. Азат, укроп это... Нет, укроп. Укроп на чьяле? Блин. Блин. А укроп по-татарски будет туранута или шиет. Есть такой же эквивалент этого слова. Итак, шестой вопрос, последний вопрос этого финального раунда. Азат. Азат, переведите с русского языка на татарский слово «мята». Даже с подсказкой не могу сказать. Ну ладно, ничего страшного. Руслан, как вы думаете, мята по-татарски как будет? Может быть, бытник? Может быть, это правильный ответ? Это правильный ответ. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом наша сегодняшняя игра подошла к концу. Спасибо вам действительно за увлекательную игру. И если где-то со словами у нас было сложно, то с отличным настроением у нас все удалось. С вами было приятно играть. Азат, в сегодняшней игре вы набрали 17 баллов. Руслан, вы умудрились набрать 35 баллов. Вас я поздравляю с победой.
От компании «Татарстан. Новый век», телепроекта «Переведи», от команды нашей программы мы дарим вам полезные подарки. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76 и узнайте, кто же из вас лучше знает татарский язык. Скоро увидимся. Пока-пока.